Не дадут замерзнуть зимой. Подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. 2/3 российского кумыса делают в Башкортостане. Наши корреспонденты понаблюдали за процессом изготовления целебного напитка. Какие сюрпризы преподнесет нам погода в ближайшие дни, вы узнаете из нашего сюжета. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуск новостей. В студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. Подготовка к отопительному сезону – одна из самых важных и ответственных мероприятий. В эти дни вовсю кипит работа по опрессовке и ремонту системы водоснабжения в Центральной городской больнице. По словам ответственных лиц, готовность к зиме практически достигла 100%. Подготовка к отопительному сезону – это целый комплекс мероприятий, включающий в себя ремонт и обслуживание теплообменников, выполнение которых направлено на поддержание отопительной системы в работоспособном состоянии, достижение максимальной производительности и эффективности. Таким образом, выполнив все в полной мере, можно гарантировать, что в домах и социально значимых объектах будет нормальная температура в зимнее время, а также горячая вода. Одним из первых организаций, почти подготовившихся к зимнему сезону, стала Центральная городская больница. Как только закрыли отопление, мы, не теряя времени, сразу начали подготавливать все эти системы отопления, узлы управления к ремонту согласно плану графика. Мы составляем план-график, и согласно этого плана графика мы делаем ремонт. То есть, как только у нас все было готово, мы заключили до этого гражданско-правовой договор с ООО «Технострой», директор Набиева Айгуль Мутхатовна, и вот они провели опрессовку. Ну, опрессовка у нас прошла, так скажем, по сравнению с прошлым годом нормально, без никаких так серьезных аварий, а готовность 100%, а готовность у нас. Для окончания всех профилактических работ осталась самая малость – это покраска водопроводных узлов и документальные нюансы. По словам специалистов, паспорт готовности подписан наполовину, и к началу отопительного сезона все необходимое будет сделано. Напомним, что подготовка к отопительному сезону завершится 15 сентября. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. К другим темам. С января 2018 года полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться после прекращения пенсионерам трудовой деятельности за период с 1 числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля текущего года поправок в федеральный закон. Что нового ждать пенсионерам от государства, узнаете далее. С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. После прекращения трудовой деятельности они получают пенсию в полном размере, с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. В настоящее время, в соответствии с пенсионным законодательством, при своевременной подаче работодателям сведений в Пенсионный фонд России, возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в полном размере происходит спустя 3 месяца со дня увольнения. Новый закон позволит пенсионерам получать полный размер пенсии за период с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Как пояснили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда по Башкортостану, выплата полного размера пенсии будет производиться следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в Пенсионный фонд поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В мае фонд получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не значится. В июне Пенсионный фонд России примет решение о возобновлении индексации, и в июле на счет поступит уже полный размер пенсии, а также денежная разница между прежним и новым размером пенсии за предыдущие 3 месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пенсии спустя те же 3 месяца после увольнения, но эти 3 месяца будут ему компенсироваться. В настоящее время в Башкортостане насчитывается свыше 200 тысяч работающих пенсионеров, получателей страховых пенсий. При этом самому старшему из них более 93 лет. Антон Шерстнев, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. 2/3 российского кумыса делают в Башкортостане. Вкусный и полезный напиток из кобыльего молока. Башкирский бренд, известный далеко за пределами региона. Кисломолочный продукт изготавливают во всех районах республики. На данный момент насчитывается более 150 кумысных хозяйств. На одной из ферм побывала наша съемочная группа и узнала все нюансы изготовления живительного напитка.
В жаркой степи Средней Азии кумыс приносит прохладу и бодрость. Он утоляет жажду, освежает и придает сил. Полезные свойства кумыса столь бесспорны, что в санаторном лечении и в народной медицине его используют как медицинский препарат. До появления антибиотиков полезные свойства напитка даже помогали излечивать туберкулез. Фермерское хозяйство ООО «Пегас» организовано в 2014 году на базе подсобного хозяйства Сибайского элеватора. Вот уже на протяжении 3 лет здесь занимаются коневодством, реализуют мясо, а также производят кумыс. В числе постоянных рабочих 12 человек. На сезонные работы привлекаются дополнительно доярки и кумысоделы. Многовековые традиции приготовления национального напитка специалистами здесь соблюдаются в полной мере. Свежее молоко сцеживаем, заливаем в эти баки. И около часа с этим молоком ничего не делаем. Молоко томится. Через час мы туда добавляем закваски. После этого около 2 часов с перерывом где-то 10 минут мы помешиваем. В процессе получается свежий кумыс. Кобыл доят до 5 раз в день. Процесс автоматизированный. Доильный аппарат шведского производства, который, в отличие от старых отечественных, производит меньше шума, что благоприятно влияет на эмоциональное состояние животных. Общее поголовье лошадей составляет 671 единицу. В этом году увеличился приплод кобыл со 130 до 160 голов. За сезон в прошлом году мы произвели около 30 тонн кумыса. В этом году планируем 45 тонн увеличить. Производство мяса тоже, занимаемся откормом, и продукцию мы реализуем по торговым точкам Цитна и туб-диспансер в этом году. В прошлом году тоже реализовали также, и свой магазин «Тонар» элеваторе тоже продают наш кумыс. В кумысе содержатся полезные бактерии, положительно влияющие на микрофлору кишечника. Кроме того, он повышает усвояемость пищи, улучшает работу поджелудочной железы и, как следствие, нормализует обмен веществ. Считается, что целебный напиток также благотворно влияет на нервную систему и омолаживает кожу. На его основе делают питательные маски для лица. Срок хранения кумыса составляет 5 дней. Спрос на него значительно превышает предложение. Увеличить объемы производства, по словам специалистов, планируется за счет кооперации крупных и мелких сельхозпредприятий Башкортостана. Помимо этого, у продукции есть и экспортный потенциал. Интересный факт. В 2015 году в Уфе кумысом угощали участников саммитов ШОС и БРИКС. После дегустации представитель Южноафриканской республики заявил о желании применить российские технологии на родине, а в качестве сырья использовать молоко зебры. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Лето преподносит по всей стране сюрприз за сюрпризом. Многие жители нашего региона надеются, что природа уступит и горожане насладятся теплым сезоном в полной степени. Но в ближайшие выходные погода вновь будет переменчивой. Долгожданное лето в этом году оставляет желать лучшего. Первый месяц сезона июнь оказался не таким теплым, как рассчитывали многие. В начале июля погода улучшилась, однако дневная температура все еще ниже нормы. На этой неделе жители республики ожидают перемены. В течение периода с 10 по 16 июля ожидается прохладная погода с преобладанием температуры воздуха ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градуса. Местами пройдут небольшие грозовые дожди, в отдельных районах до умеренных. Во второй половине периода дневные температуры воздуха несколько повысятся. Осадки постепенно прекратятся. Если вы запланировали поездку в конце недели, не стоит отчаиваться. По сообщениям агентства Башинформ, в выходные днем воздух прогреется до 24-29 градусов, а в будние дни насладиться солнцем жителям региона практически не придется. Данила Алибаев, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Такими были новости вторника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и берегите себя.